Раз, два, три. Эй! Привет! Привет! Вы смотрите 425-й. Всем привет, друзья! В эфире программа «Пропеллер». Всем привет! Привет! В нашем городе все популярнее становятся службы по доставке роллов, но не легче ли готовить дома их самому? Чтобы выяснить это, наш корреспондент Слава Брешев отправился на мастер-класс по приготовлению роллов. Смотрим. Дорогие друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь в гостях у Александра. Александр, привет! Привет. Судя по кителю Александра и по таким циновкам, многие поняли, что сегодня мы будем готовить роллы. Вся работа начинается с заготовок. Будет 3 ролла у нас. Сейджи ролл, это опаленый ролл, ролл Драгон и ролл Филадельфия. Я испортил перчатку. Крестом. Все, круто. Первым будем делать ролл сейджи. Для него потребуется рис, соответственно, лист нори. Придавливаем, не совсем сильно, не трамбуем. Берем сыр, свежий огурец и зеленый лук. Прижимаете с краев. Мне никогда так не получалось. Дальше берем лосось. И равномерно опаливается. Так, вот сейчас дети, которые смотрят нас, так не делайте, а то начнется потом. У каждого сушиста, наверное, есть свой нож, да? И вообще, как он тебе достался? Нож мне на работе выдали, Никакой интриги. Я думал, когда-то давным-давно я был в Японии, и там умирал старый мастер и сказал: Саня! точил 30 лет. Точил 30 лет, другой нож еще отдал вот это. Простым ножом не порежь, потому что... Что, нормальное слово? Я завис на этом слове. Японский нож, он идет с односторонней заточкой. Обычный поварской он затачивается с 2 сторон. Поварским ножом, труднее порезать. Куда вы складываете отдельные штучки, которые отрезаете по бокам? Выкидываются. Выкидываются? Это же еда! Зачем? Я хотя бы думал, хотя бы по скидке продаете. Ну ладно. Дальше делаем ролл Драгон. Раскатывается все точно так же. Берем круг капеллана. Дальше авокадо. Чуть-чуть сыра тоже добавляем. Это копченый угол. Отрезаем лишнюю часть, чтобы она более ровная была. Он опять выбросил. Ты еще видишь, для кого ты готовишь, да? Да, я вижу, конечно. Какая дама, добавлю-ка ей больше сыра. Я бы так делал. Сверху поливается наги соусом. Вот, красивая штука. Саня, почему именно сушист? Я хотел готовить. У меня всегда было стремление к этому. То есть влюбился в эту профессию с детства? Да, и в итоге я поступил потом в колледж, получил 2 поварских образования. Итак, у нас остался 3-й ролл. Филадельфия, будет немножко по-другому сделан. Лист нори. Без риса? Да, пока без риса. Сейчас опять будет. Смотрите, выбросил. Сердце кровью обливаясь. В стране кризис. Сверху украшаем икрой. Икринкой. Одной икринкой, что ли? Икринками. Итак, как называется полный сет? Этот сет мы собрали сами, у него своего названия нет. Давай назовем его пропеллер. Я хочу попробовать приготовить тоже ролл. Дай мне рис, пожалуйста. Прессовать его изначально не надо. Ой, я все испортил, что ли? Нет, еще не все испортил. Не бойся, нори не порвется. Все, понял. Вообще, меня сейчас смотрят друзья, я им всегда говорил, что я умею роллы крутить. Опа. И я крутил. Я крутил им мозги, я их покупал. Возьми вот это. Сань, я умею. Теперь делаем вот так. Нет. Вау. Не сильно давить не надо, сыр выдавить можно. Примерно так. Это мы делаем вот так, да? Лосось прям обволакивает весь ролл. Рисунок неправильно лежит. После того, как ролл опалится, сложность в нарезании его. Все. Сколько этот ролл стоит? Александр, спасибо тебе. Спасибо вам. Всем приятного японского аппетита. А наш следующий сюжет специально для прекрасной половины человечества. В последнее время очень популярными стали процедуры по уходу за волосами. Ведь волосы – это визитная карточка любой девушки.
Сейчас существует множество различной косметики, методов и способов по уходу за волосами. И обо всем этом не понаслышке знает модель Евгения Гунина, которая и поделилась с нами всеми секретами. Девчонки, смотрим! Сейчас очень большой выбор именно ухода за волосами. Для каждой девочки свой. Шаблонов нет. Как в окрашивании нет шаблонов, как в стрижках, точно так же и в лечении. Сейчас у нас будет процедура лечения. Уже состав нанесен. Процедура для наполнения волоса кератином. Женщины все с этим знакомы. У них секущиеся кончики, что мне с ними делать? Мы их на процедуре запаиваем. 80% женщин, которые к нам приходят, они на удивление пользуются только шампунем. Мы им объясняем, даем очень простые советы. Кондиционер заменить на маску, то есть она является более питательной. Просто шампунь, хороший, увлажняющий, без сульфатов, мягкий. Сразу же после шампуня наносится маска, буквально на 2-3 минуточки. Все это смывается. И по окончанию обязательно на влажный волос мы рекомендуем наносить масла. На влажный волос и на сухой волос. Технология вся засекреченная. Сейчас состав уже нанесен на полотно волоса. Так проходит процедура. Запаивание идет за счет пара. Это не волос горит, это просто все ненужные свойства, которые могут содержаться в составе. Все уходит, чтобы мы ничем вообще не дышали. И выходит только чистый воздух. А мыть волосы мы рекомендуем водой комнатной температуры. Шампунь желательно на 2 раза. Мыть только кожу головы. Шампунем не надо мыть волосы. Сама пена очистит по длине. Здесь у нас показана техника открытого вертикального мелирования. Блестящий волос, несмотря на то, что волос был блондирован. То есть это очень важно для наших блондинок любимых. Мы недавно были в Италии, работали с технологами международного класса, с личными стилистами Наоми Кэмпбелл, Клаудио Шифер. Они очень простые, эти люди, и очень просто делятся своим опытом. Колористика – это очень сложная наука. Вообще я люблю один ровный тон. Это очень дорого, богато смотрится и достаточно сложно в выполнении. Хотя все считают, что вот эти вот рисунки, техники балаяж, калифорнийское мелирование, шатуш – это очень сложно. На самом деле нет, это простые техники. Их может выполнить любой мастер, а вот уже с колористикой у многих проблемы. Поэтому именно выполнить один тон, ровный, без переходов – это очень сложно. У нас вообще нету таких экстремальных окрашиваний. Для носибельности это не очень удобно. И девчонки приходят, говорят, сделайте мне такую фотографию. Смотрят у мировых колористов фотографии, которые делаются на один раз. И когда это все смывается все через неделю, превращается это все в не очень красивую кашу. Концепция нашей работы, нашей команды – максимальная натуральность. Не буду я советовать, как все меняйтесь, обязательно меняйтесь. Нет. Просто ухаживайте, следите за волосиками, любите их. Богатый волос, красивый, шикарный, здоровый, монолитный, он и в зеленом цвете будет смотреться шикарно. Поэтому в первую очередь уход. Все. А наш следующий сюжет посвящен таким видам единоборств, как грэпплинг и бразильское джиу-джитсу. Они знакомы нам по турнирам UFC. Наш корреспондент Иван Пронин побывал на открытом ковре, пообщался с его участниками и показал, что он сам не чужд борьбы в партере. Смотрим. Тима, привет. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, что сегодня проходит, в каком стиле боремся и вообще чему это посвящено? Товарищ Саша Стучков, синий пояс по бразильскому джиу-джитсу, попросил меня на опен-мате показать мастер-класс. Отработали проходы гарда и немножко показал нюансы кимура. Когда ты борешься с такими сильными парнями, да, они начинают эту руку выпрямлять свою. Вот так, да, и у тебя кимура пропадает. Вот. Чтобы этого избежать, вы должны работать с гриппом вот этой рукой, то есть должны использовать вот так вот, туда как вдавливать, как будто газуете.
До того, как ты начал заниматься джиу-джитсу, грэплингом, занимался ли ты какими-либо видами единоборств? До этого, в принципе, я ничем не занимался. Как обычные ребята, студенты, ходил в качалку, занимался плаванием. Как все, наверное, ребята смотрят, любят UFC, ММА. Я смотрел там приемы. Олег Токтаров, Грейси делают треугольники на таких огромных ребятах и побеждают их. Это меня смотивировало на занятия, скажем так. Я увидел рекламу, то, что будет семинар по грэплингу. Очень сильно удивился этому. Я не знал, что в Якутске кто-то там сильно занимается грэплингом. Это было года 3 назад. Через некоторое время ребята из «Белого медведя», включая вот команду с Сергеем Волчковым, начали заниматься именно бразильским джиу-джитсу. Я заказал себе первую кимоношку и начали, в принципе, бороться. Перед тем, как сделать прием, надо провести подготовку, взять контроль, давление, переходы позиций, такие общие принципы, как осанка, проход гарда. Обычно ее никто не показывает на видео. Это именно такие нюансы, которые основа. Сверху шелуха может быть любая. На эту основу можно натянуть любые приемы. Сами приемы это просто уже как точка в предложении. Бразильская джиу-джитсу – это такая тоже своя школа. Она не похожа ни на что. Сколько она развивается, там, меньше столетия, да. Индивидуальный стиль, который не похож. Свои фишки, вот, допустим, как работа в гарде. Такое понятие есть только в бразильском джиу-джитсу. В бразильском джиу-джитсу за полгода ты уже можешь добиться очень приличных результатов. То есть ребята, которые занимаются там по полгода всего, уже ходят на open-mat и уже борют ребят с большим опытом. Недавно ездили на соревнования в Нерюнгри, в Иркутск. Сначала были соревнования в Нерюнгри, это чемпионат по Дальнему Востоку был. Ребята, в принципе, были там на уровне. В Иркутске же ребята уже были более подготовленные. В результате нормально отстрелялись, вышли с Володей в финал. Володе не повезло, он немножко хуже меня играет камень, ножницы, бумага. Поэтому я взял первые места. В клубе принято между собой. Решили, что не будем бороться. Один клуб, одна семья, скажем так. Да, я вот слышал, что есть такая давняя традиция, да, одноклубники место разыгрывают на камень, ножницы, бумага. Я посмотрел это видео, было забавно. То есть, получается, ты взял 2 первых места и в ги, и в ноги. Да, точно так. На этом наша телепередача подходит к концу. А наша передача, к сожалению, подходит к концу. Увидимся на следующей неделе. Всем пока! Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить престижные специальности: сервис на транспорте, операционная деятельность в логистике, право и организация социального обеспечения, земельно-имущественные отношения, экономика и бухгалтерский учет. ЕКИТ. Будущее в твоих руках.